Сегенкель – исконно эвенская земля. Центр Кировского эвенского национального наследия расположен у подножия древних верхоянских хребтов. Суровые, молчаливые, островерхие вершины, как недоступные крепостные стены, окаймляют небо с землей. Здесь живут, точнее жили, оленные люди, исконные охотники, рыбаки. В прошлом столетии, в постсоветское время, оленеводы совхоза Кировский гремели по всей республике, дальше по России и Союзу, побеждая в соцсоревнованиях. Но время делает свое и лечит, и может губить. В лихие перестроечные времена все полетело кувырком, и привычный уклад, образ жизни эвенского народа. Сегодня у сегенцев нет оленей, нет сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских хозяйств, которых население могло бы объединяться, произвести местную продукцию. Хозяйства ведут частный образ жизни, словом, кто чем богат, тем и рад. В 25 километрах от Сегенкеля по талым заберегам журчит, бурлит таежная горная речка Сяминдя. На высоком берегу в охотничьей избушке теплится огонь, варится наваристая уха. Местный абориген, молодой предприниматель Юрий Степанов, внук эвенов, оленеводов-охотников, встретил нас, продрогших и голодных, заснеженных, как чечуна, в теплой избушке, подтапливая и без того раскаленную буржуйку. После головокружительной тряски на юрких, как челноки, санях за буранами, весь разбитый, тянется к нарам, скорей бы упасть, распластаться и забыться. Какая там рыбалка! Ох, круто ездят местные шумахеры. В речке Сяминде водятся деликатесные рыбы, хариусы, линки. Мой напарник, известный фотожурналист Виктор Эверстов, специально взял с собой камеру и сделал подводную съемку. Вода в речке как слеза, по каменистому дну, в прозрачном подводном царстве хорошо видно, как плавают рыбы, то тут, то там отдыхают серебристые косяки рыб, медленно отмахиваясь красными плавниками. Юрий Кузматович, вы давно рыбачите? Как сказать, 7-8 класса уже рыбачу здесь, постоянно приезжаем. Здесь, как сказать, наши предки уже здесь рыбачили, наши деды, прадеды. Место отличное, горная речка Сяминджа, как уже говорил. А в какое время обычно вот ловится? Ну сейчас вот пока вот рано хариус, еще. Хариус обычно. Вот в середине апреля, в начале мая, вот тогда рыбалка хорошо идет. Но сейчас пока видите, как же снег идет, тоже давление, рыбалка не идет. Рыба есть, только не ловит. Но надо сказать, выдался не клевый день. Мокрый снег валит белой стеной. Рыбаки говорят, такой день атмосферное давление повышается, рыба становится вялой, пассивной, не клюет. Мы не зря исполнили обряд Алгыса, просили у духов огня и баяная милосердия. Наш молодой рыбак Слава вытащил из лунки друг за другом 8 хариусов, выпустил обратно в речку молот линков. В этот день баянай нам улыбнулся. Всем членам нашей небольшой рыболовецкой бригады посчастливилось вытащить из лунки такого хариуса.